парень в горах Неамах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и снег, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не проник, гони. Вверх таких не берут и тут, про таких не поют. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут и тут, про таких не поют. Если ж он не стонал, не ныл, пусть он хмур был и зол нашел, а когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Они еще при жизни становятся легендой, и одно упоминание их имени согревает нам душу, делает добрее и чище. Таким человеком был Владимир Высоцкий, поэт, певец, артист. 25 января легендарной личности исполнилось бы 79 лет. Его звезда, вспыхнув на творческом небосклоне, оставила землю навсегда. Но свет ее не погас. Он в стихах и песнях, в его театральных образах и киноролях, в неистовом голосе, который звучит до сих пор с пластинок, кассет и дисков. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашем вечере, посвященном светлой памяти Владимира Высоцкого. И сердце. Название нашего вечера неоднозначно, ведь о Владимире Семеновиче можно говорить бесконечно. Песни его ворвались не только в наши квартиры, но и в наши души, а говорить и писать о нем было нельзя. Его не издавали. Кого-то пугала острая социальная направленность его стихов, кого-то раздражала его популярность, и трудно сказать, что же испытывал человек, знавший себе цену и не имевший возможности увидеть свои стихи опубликованными. Но сегодня мы вновь поем его песни, читаем стихи, и мне вдвойне приятно этот вечер проводить вместе с почитателем, поклонником творчества Владимира Высоцкого, солистом театра, оперы и балета Республики Коми, поклонником творчества Владимира Высоцкого, творческим человеком, инициатором нашего мероприятия – это Валерий Нефёдов. Экс-солист, но проработал прилично, где-то около 40 лет. Сейчас вот отдыхаю, жду, когда, может быть, Кощея пригласят спеть. У меня от них Кощей был штук 5 вообще, разных. Ой, это вообще была интересная жизнь. Извините, пожалуйста. Валерий Иванович, свое выступление вы начали с песни Владимира Высоцкого «Песня о друге». И как вы признавались сами, на песнях Высоцкого вы выросли, и вам близка его тема. Валерий Иванович, все-таки почему Высоцкий? Ну а как Высоцкий? Для меня лично Высоцкий начался с фильма «Вертикаль». Кстати, сегодня он, по-моему, прошел на экранах, так я смотрел с восхищением, с воспоминаниями. Высоцкий, до фильма «Вертикаль» были какие-то записи, там не очень качественные, а тут живой Высоцкий, колоссально красивый, правильный звук. Это просто здорово. И потом, вот видите, Высоцкий, Сергей Безруков как-то сказал очень правильные слова, что трудно себе представить Высоцкого в возрасте 80 лет. Высоцкий 80 лет. Невозможно, нет. Вот такие люди, такие звезды, они загораются, входят в плотные слои атмосферы наших человеческих отношений и сгорают, не доходя даже до земли, оставляя огромный свет и огромное тепло, в котором мы купаемся. Главное в его песнях это правда, любовь. Ну и стихи его, конечно. Любовь и правда, и честность. Это дорого стоит. Вообще, конечно, Высоцкий это... У меня как-то спросили, девушка такая спросила, замечательно, в октябре я пел, что для вас Высоцкий после исполнения одной песни? И я сказал, вот честно, Пеневский, я это сам придумал,
сам, никто мне не подсказывал, я сказал, что Высоцкий для меня это Александр Сергеевич Пушкин и Высоцкий, знак равенства. А уже потом я услыхал вот это же точное выражение где-то в средствах массовой информации. Но первый-то я сам для себя сказал вот это вот, да, сам дошел, что Высоцкий и Пушкин для меня два абсолютно одинаковых, разных живущих время, но оба одинаково глубокие, одинаково в разное время, но такие два просто. Валерий Иванович, мы порадуем тогда наших зрителей песней «Белое безмолвие». Да, романтика севера, романтика. В свое время, начитавшись Джека Лондона, у меня, я помню, был пес, пират его звали, а у моего приятеля через дом, у Юры Шнелева, тоже была собака. И, конечно, мы, начитавшись Джека Лондона, сделали нарты и путешествовали по лесу, бедные собаки, то нас, то сами. И вот мы по следам. И вот вся эта романтика севера, она у Высоцкого есть во многих песнях. Ведь недаром он дружил очень сильно с Тумановым, золотоискателем, очень известным. Все года и века, эпохи подряд, все стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему же эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сияние пока наблюдать не пришлось, это редко бывает сияние в цене. Тишина, только чайки, как молнии, пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук, когда вновь снятся нам только белые сны, все иные оттенки снега замели. Мы ослепли давно от такой белизны, но прозреем от черной полоски земли. Наши головы отпустит молчание, наша слабость растает, как тень, и наградой за ночи отчаяния будет долгий полярный день. Север, воля, надежда, страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклеит глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Кто не верил в дурные пророчества, в снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь. Нашего вечера. Валерий Иванович, какова же излюбленная тема ваших живописных полотен? Что вам больше по душе? Рисовать портреты или живопись, пейзажи? Поделитесь с нами. Вообще мне по душе рисовать то, что у меня покупают. Когда покупают, такая появляется желание, рука как-то сама бегает, и кисть становится волшебной, когда заказы. Это я так шутю. А вообще, на самом деле, я человек, к счастью, уже обнаруживаю без специального образования, поэтому для меня все хорошо. Техника у меня самая разная, если я могу назвать. Я получил образование
Я вот написал вот тогда было Давайте за микрофон, Валерий Иванович. Микрофон такая песня есть у Высоцкого. Вот, если бы у меня было бы образование, конечно, я бы писал вот так, только и так. А поскольку у меня нет никакого образования, у меня образование только одно. Это в детстве копии. У меня даже была такая копия Айвазовского «Девятый вал». Месяц я так старательно. Вот на копиях, да, я и вышел. И теперь я открываю интернет, вижу, вот это здорово. Этот американский парень пишет так здорово. И я свою географию подкладываю под его технику. Я думаю, что он не в обиде, и мне хорошо. А вообще все. И пейзаж, конечно, вот там есть то ли Няша, то ли маленькая речка, еще раз, Нёвод, Шижамка, это все вот мои родные речки маленькие. Валерий Иванович, я вот заметила для себя, что у вас есть уголки еще и нашего Коми-края, город Сыктывкар. Наверное, это и заметили наши гости. Да. Вообще у меня была такая мечта сделать много пейзажей городских, вот живописных. Тем более, что современная техника сейчас очень интересная. Дождь, асфальт, вечерний город. Но вот если бы кто-то заказал, вот это бы я бы, конечно, с большим удовольствием. А так вот такие брендовые вещи, как театр драмы на улице у меня берут хорошо. Вот эту вот нашу водокачку, как она называется? Каланчу, водокачку. Танца «Сполохи», Сыктывкарский вальс. Девчонки отличные, друзья.
Светланы Встречайте. Ветошевой. Добрый день. Конечно же, на самом деле дата, которая связана с Владимиром Высоцким, никого, наверное, не оставляет равнодушным, особенно тех, кто помнит те славные дни Советского Союза, когда из динамиков звучал голос Владимира Высоцкого, то мы знали, что это подлинно, это настоящее, и это было в той стране. И сейчас очень хочется, чтобы и у нас такие же голоса звучали, которые точно так же прямо, честно обличают то, что есть, как бы обнаруживают эту действительность. Конечно же, мы поздравляем и нашего друга Валерия. Человек очень творческий, мне довелось с ним работать в театре оперы и балета. Вот, мы с ним и по, так сказать, по нашей работе непосредственно общались. Как раз вот этот Кощей, это, да, на самом деле, это замечательная была роль, вот эта дубина, которую он там чуть сцену не ломал, это запоминается надолго. Вот, ну и мы, как тоже люди творческие, хотим для вас исполнить песню на стихи Надежды Мирошниченко, песня про Сыктывкар. Не было поезда, Скажите, странно, был далеко княж Потоцк, прятался город один деревянный между ветвей звезд. По деревянным сухим тротуарам бегало детство мое. не было книжек, светлых Сыктывкара. Не было книжек цветных в Сыктывкаре. Не было книжек цветных Сыктывкара. Хмурое было житье. Может, об этом сейчас и не надо нам разговоры вести, а поглядим на ровесники рядом, на поколение в части. И соболезновать нам перестаньте, все не о том говорят. Ведь в черно-белом своем варианте, Ведь в черно-белом своем варианте ведь в черно-белом своем варианте не унывала земля. вы же вынесли переборы, что остаться в веках. Город с вокзалом и полночью белый, Город с вокзалом и полночью белый, город с вокзалом и полночью белый, с вычеркною на руках. И соболезновать вам перестаньте, все не о том говорят. Ведь в черно-белом своем варианте, Ведь в черно-белом своем варианте, ведь в черно-белом своем варианте не унывала земля. вы же вынесли переборы, что остаться в веках. Город с вокзалом и Полночью белый, город с вокзалом и полночью белый, город с вокзалом и полночью белый, с вычеркною на руках. посвящена нашему краю, удивительно красивому, удивительно теплому, теплому, потому что здесь живут очень добрые, очень отзывчивые люди, опять же, потому что все мы родом из СССР, то есть из нашей любимой, из нашей, я скажу даже так, непреданной родины.
потому что она у нас в сердцах. Песня «Мой север». Владимир Высоцкий прошел испытание временем. 26 лет прошло с тех пор, как страна простилась со своим певцом. Но число тех, для кого его творчество не просто стихи, а жизнь и судьба, не становится меньше. Он написал более 600 песен, и это неслыханно много. И как горные вершины, песни совершенно разные, не похожие одна на другую. Песни Владимира Высоцкого мгновенно понимал и чувствовал каждый. Рабочий поэт, чиновник, мальчишка, подросток и ветеран войны. Они с одинаковым восторгом слушали его записи, потому что все считали его своим. Советский поэт Роберт Рождественский писал: так кем же он был все-таки, Владимир Высоцкий? Кем он был больше всего? Актером, поэтом, певцом? Я не знаю. Знаю только то, что он был личностью, явлением. И факт этот в доказательствах уже не нуждается. Ну вот еще две песни на ту же тему, которую мои замечательные друзья исполнили. Большое им спасибо. А нашим
О нашем северном крае. Песня называется «Холода». Владимир Семенович Высоцкий. Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будто Минск, будто Брест. Холода, холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас далекие манят места, будто там веселей. Неспроста, неспроста. Как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. 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 Особым духом, особой атмосферой. И сегодня здесь собрались истинные ценители прекрасного, ценители творчества Владимира Высоцкого, ценители музыки, живописи, творчества в целом. Валерий Иванович, примите поздравления от ваших коллег, солистов Театра оперы и балета Республики Коми. Дорогие друзья, на сцену с удовольствием приглашаю солистку, лауреат премии правительства Республики Коми Алену Ладыгину. Встречайте!
сказать, днем рождения, творчества. Мой праздник не был бы таким праздником, если бы вас тут не было. Он вперед, он на самом деле праздник. Как замечательно, что в мире есть такие замечательные, талантливые, многосторонние, талантливые люди. Ведь Владимир Иванович не только певец, Валерий Иванович не только певец, актер, музыкант, гитарист, а еще такой замечательный художник. А еще и мой Дед Мороз. Он хотел сказать, что я так жалею о том, что завел ее только один раз. Она у меня была Снегурочкой, когда мой Дед Мороз уже закатывался, уже в шубу в хранилище. Вот она один раз был, да? Но я сразу отметил, какая замечательная дама в театре появилась, музыкальная, подвижная. И когда я узнал, что она поет ведущие партии в «Травиате», да много везде, не удивился нисколько. Молодец, молодец, как говоришь. Да, не удивился.